Атавай Ихсан представляет. Иерусалим – священный город трех религий. На протяжении 15 веков владение городом становилось причиной многочисленных конфликтов, порой кровавых и жестоких. Однако в XIII веке древнейший город ожидал короткий, но долгожданный мир. И в результате уникальной дружбы между двумя проницательными правителями, султаном и христианским королем, в Иерусалиме наступил чудесный период благоденствия. Каждый из правителей внес свой вклад в самую желанную мечту в истории – объединить Запад и Восток. Но какой ценой? Август 2003 года. Пятница. В очередной раз обстановка в районе Храмовой горы резко обострилась. Опасаясь беспорядков, израильские власти запретили проход в мечеть Аль-Акса мусульманам моложе 45 лет. Евреи считают, что когда-то на этом месте находился храм Соломона. Для мусульман Храмовая гора является местом паломничества и третьей святыней ислама, после Мекки и Медины. Молодой человек, которому запретили пройти на территорию мечети, призывает верующих к молитве. 200 человек немедленно начинают молиться прямо на улице. Мы не простим тех, кто запрещает нам молиться в мечети Аль-Акса. О Аллах, освободи нашу землю от оккупантов. О Аллах, укрепи ислам. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمرنا على الظالمين. Сегодня обстановка нетерпимости и вражды в городе способствует обострению ситуации, делая мир в священном городе все более маловероятным. История Иерусалима насчитывает около 4000 лет. Святые места ислама, иудаизма и христианства расположены на уникальной территории в 1 квадратный километр. Стена плача – место, где собираются иудеи. По преданию, это часть храма Соломона, разрушенного еще в древние века. На площади Храмовой скалы находится мечеть Купол скалы, которую связывают с Ибрагимом, прародителем евреев и арабов. Это святое место для двух религий. Мусульмане верят, что именно с этой скалы пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, вознесся на небеса. Всего 400 метров отделяет гору от храма Гроба Господня, святыни христиан. Стена плача, купол скалы и храм Гроба Господня делают Иерусалим священным городом трех религий. По преданию христиан, именно этим путем, ведущим к храму, двигался Христос, обремененный тяжестью креста. Спустя 3 века на том месте, где, по мнению христиан, Иисус был погребен, возвели этот храм. Каждый уголок в Иерусалиме свидетельствует о его уникальной истории. Эти распятия, высеченные на камне, выражают рвение и пыл крестоносцев, которые владели городом в начале XII века, освободив Иерусалим от мусульманского господства, длившегося 5 веков. Не меньшим рвением обладали и мусульмане, которые настойчиво пытались вернуть город. И те, и другие были убеждены, что могут добиться своей цели лишь с помощью оружия. Они были непримиримы. С момента своего основания в начале VII века ислам вышел за пределы Аравии и уже к концу XI века распространил свое влияние от Северной Африки до Северной Индии.
Все это время христианский Запад находился в состоянии постоянной угрозы, которую, как казалось, никто не мог предотвратить. Столкнувшись с мусульманским экспансионизмом, папство решило мобилизовать христианский мир. 27 ноября 1095 год. На 10-й день Клермонского совета папа Урбан VII заявил, что вера под угрозой, и призвал христиан взяться за оружие. Народ с воодушевлением откликнулся на его призыв. Повсюду были слышны возгласы «Повеление Христа! Повеление Христа!». Это стало кличем крестоносцев, которые поклялись отвоевать Иерусалим у мусульман. В призыве папы к первым крестоносцам отражена полная решимость и готовность противостоять мусульманам, враждебность по отношению к ним. Цитата из обращения. «Повеление Христа! Вы, глашатые веры, придите во спасение христиан и прогоните этих злодеев с наших земель. Я обращаюсь к тем, кто сейчас здесь, и призываю тех, кто не с нами. Христос повелевает: кто погибнет в пути или на поле боя, тому будут прощены все его грехи». Призыв к священной войне был принят тысячами мужчин и женщин, преданных христиан, авантюристов, крестьян, аристократов, мечтавших заполучить земли на Востоке. Я думаю, что Урбан был удивлен тем, какой эффект произвел его призыв. Ведь он рассчитывал в первую очередь на богатых и знатных рыцарей, профессиональных воинов, которые и должны были, по его мнению, завоевать город. Мы не знаем точного количества принявших участие в походе. Возможно, в начале их было около 50-60 тысяч. Но только 6 тысячам удалось добраться до Иерусалима. Чтобы понять размах военной кампании, необходимо знать, что ни один город того времени не насчитывал 60 и даже 50 тысяч жителей. Это была огромная толпа, двигавшаяся на восток. Спустя 3 года с момента начала экспедиции, сопровождавшейся убийствами, мародерством и разрушениями, крестоносцы добрались до Палестины. Они захватили Антиох, затем добрались и до Иерусалима, который был осажден. Священный город пал 15 июля 1099 года. Крестоносцы оккупировали Храмовую гору и превратили мечеть Омара в церковь. В хрониках того периода сообщается, что они казнили тысячи мусульман. Захватив Палестину, крестоносцы образовали 4 франкских королевства от Ашкелона до Антиоха. Давайте подумаем, какие надежды папа Урбан II возглавлял на крестовый поход. Он, вероятно, обладал большими политическими амбициями, и я думаю, что цель его заключалась в усилении папского господства над Западом. Урбан II желал быть не только духовным лидером, но также главенствовать над светскими царями. Он собрал армию, которая подчинялась непосредственно папе. Рыцари, преданные ему, и сыграли решающую роль во взятии города. Урбан II также хотел распространить свое влияние на Византию. Его деятельность оставила большой след в восточной политике XI-XII веков. Весть о падении Иерусалима и его оккупации крестоносцами разнеслась по всему исламскому миру словно ветер. Мусульмане были потрясены. Впервые священная земля оказалась в руках неверных. Воспользовавшись смятением и разногласиями в исламском мире, франкам удалось на протяжении почти столетия контролировать город, пока Салахуддин аль-Аюби или Саладдин не поднял арабский мир на борьбу против захватчиков, объявив иноверцам джихад, священную войну. Будучи военным и политическим гением своего времени, Салахуддин освободил Иерусалим в 1187 году. На протяжении 2 веков Запад находился в состоянии войны, причем не только на Востоке, но и в самой Европе. Так, в 1204 году целью крестоносцев стал Константинополь. Короли Франции и Англии снарядили новые крестовые походы, но они не имели успеха. Ричард Львиное Сердце был пленен, Сан-Луи погиб в пути.
Яффа. Спустя 134 года после крестовых походов Урбана II в этом городе произошло событие, позволившее мусульманам и христианам заключить мир и хотя бы на короткое время остановить кровопролитие и смерть. Был подписан договор, не имевший аналогов в истории. Его авторами были Фредерик II, король Сицилии, император Священной Римской империи, и Малик аль-Камиль, султан Каира. По сути, это было мирное соглашение, заключенное двумя правителями. Дата была назначена, и мир был достигнут. Мусульманские летописцы довольно скупо передают подробности этого соглашения, как будто предвидя его хрупкость и недолговечность. Некоторые из них полагали, что даже упоминание о нем могло иметь недобрые последствия. Однако переговоры, предшествующие подписанию этого беспрецедентного документа, известны во всех подробностях. Свидетельством тому являются документы, хранящиеся в секретных папских архивах в Ватикане. Этот документ является копией доклада папского посланника в Яффе. В ней указаны условия договора, которые были приняты Фредериком вопреки желаниям папы. Этот договор стал причиной вражды между императором и папством, которая длилась вплоть до его смерти. Он и раньше ослушивался велений папы. В некотором смысле само рождение Фредерика повлияло на его отношение к церкви. Родился будущий монарх зимой 1194 года. Роды проходили очень тяжело, и в критический момент были призваны два арабских доктора, которые спасли мать и сына. Весь западный мир был поражен его рождением. Все, кроме церкви. Ему было предсказано стать подобно ягненку среди стаи волков, ни один из которых не решится съесть его. Он унаследовал королевство Сицилии от своей матери, став королем в 3 года. В 14 лет, будучи уже совершеннолетним, он избавился от папских советников. 25 июля 1215 года. В 20 лет Фредерик стал императором Священной Римской империи, унаследовав корону от своего отца. Свидетели сообщают, что во время церемонии коронации, проходившей в соборе, он спустился со ступенек трона, взял молоток у рабочего и лично прибил крышку усыпальницы, в которой ранее находились останки Карла Великого. Ватикан принял коронацию Фредерика, руководствуясь, однако, своими скрытыми интересами. Папа возлагал на него большие надежды в Палестине. Однако он не учел того факта, что Фредерик II отнюдь не разделял демонических представлений Запада о мусульманах. Он существенно выделялся среди крестоносцев, которые разделяли мнение папы относительно мусульман, считая их врагами человечества. Вообще, христианство в ту пору было вовлечено, если использовать современный термин, в столкновении цивилизаций. Фредерик же был совершенно иного мнения о мусульманах. Ведь он родился и вырос в Сицилии, где еще сохранялось наследие исламской культуры, греческая культура. На этом острове евреи, мусульмане, христиане различных течений мирно сосуществовали, и это воспринималось как данность. Сицилия – остров в сердце Средиземноморья. Здесь Фредерик вырос. Эта земля глубоко пропитана арабской культурой. Церковь, построенная в восточном архитектурном стиле, является свидетельством тому. В IX веке Сицилия, ранее греческая колония, была завоевана мусульманами. Норманны основали здесь королевство Неапольское и Сицилийское. Уникальная способность молодого правителя принять разнообразие культур острова была обусловлена тем фактором, что Фредерик свободно владел латинским, арабским, греческим, провансальским и сицилийским языками. В XII веке, несмотря на противостояние между христианами и мусульманами, арабская культура глубоко проникла в жизнь острова. Хироши Такаяма исследовал множество документов, подтверждающих мирное сосуществование двух культур. Этот земельный регистр содержит имена землевладельцев королевства Сицилии. Фамилии в нем указаны как на греческом, так и на арабском. Сам Фредерик был норманном и, соответственно, христианином. Зато некоторые чиновники королевства были арабами и греками. Служа правителю, они находились под его защитой.
На подобном отношении к подчиненным и строилась власть в королевстве. Примером тому служит этот документ. Фредерик блестяще проявил свои управленческие способности. К огромному недовольству Ватикана, Фредерик жил как султан в своем замке в Лючере, городе королевства, заселенного преимущественно мусульманами. Даже ходили слухи, что он содержал гарем. Его окружала уникальная и изысканная обстановка, стиль и роскошь, невиданная на Западе со времен Римской империи. Он был очень любознателен. С ранних лет Фредерик интересовался исламской философией. Благодаря своей широте взглядов и восприимчивости он стал человеком, далеко опередившим свое время. Фредерик интересовался всеми известными науками того времени: поэзией, медициной, фармакологией, хирургией, математикой и другими. Его целью было видеть во всем истинную суть вещей. Он создавал школы, строил замки. Неудивительно, что на портрете он запечатлен в окружении придворных и с книгой в руках. Фредерик написал книгу о соколиной охоте, которая считалась искусством у арабских правителей. В написании книги ему помогли не только арабские источники, но и свой личный опыт в разведении ловчих птиц. Его образ жизни, увлечения сделали из него уникального правителя в христианском мире XII века. Будучи восприимчивым как к христианству, так и к исламу, он как никто другой мог понять и оценить мусульманскую душу. Так случилось, что именно Фредерик II, являясь императором Священной Римской империи, должен был возглавить шестой крестовый поход, организованный папой для возвращения Иерусалима. С тяжестью в сердце он все же поклялся отвоевать святой город у мусульман. «Я дал обязательство освободить Иерусалим именем Папы Римского». Священная Римская империя противостояла огромной мусульманской империи, которая была поделена между тремя братьями-наследниками Салахуддина. Султан Каира Малик аль-Камиль отвечал за сохранность Святой Земли. С ним и предстояло Фредерику сразиться. Аль-Камиль предложил Фредерику заключить с ним пари. Он готов был вернуть Иерусалим христианам при условии, что император станет союзником Аль-Камиля против его брата султана Дамаска. Император согласился. Однако вскоре после этого правитель Дамаска умер, и Аль-Камиль больше не нуждался в помощи Фредерика. Раздираемым между данным словом и своей ролью защитника священной земли, султан оказался в сложной ситуации. Желая отговорить Фредерика принимать участие в крестовом походе, Малик аль-Камиль отправил в Сицилию делегацию, возглавляемую родственником султана Амиром Фахруддином, личностью, также увлеченной западной культурой, как и Фредерик, мусульманской. Император очень тепло встретил посланцев, устроил парад в честь гостей и даже пригласил их посетить Палермский собор. В своем письме к Аль-Камилю Фахруддин писал, что он был удивлен тем, что свод собора был разукрашен в персидском стиле. Сам император носил накидку с изображениями верблюдов и различных арабских персонажей. Фахруддин также заметил, что многие приближенные императора были мусульманами. Каждый день по всему городу был слышен голос муэдзина. Палермо насчитывалось 300 мечетей, и многочисленные арабы, казалось, жили там в полном спокойствии. Свое письмо Фахруддин заключил словами, что все, что он слышал о Фредерике, было правдой. Все это настолько впечатлило Аль-Камиля, что он решил написать Фредерику лично. Началась длительная переписка между двумя правителями. В своих письмах они обсуждали траектории звезд, логику Аристотеля, кровообращение, применение алгебры к геометрии, а также бессмертие души. Каждый старался превзойти другого уровнем своих знаний, в то же время они аккуратно избегали вопросов, по которым их мнения расходились. Они дарили подарки друг другу. Аль-Камиль подарил Фредерику этот астрономический прибор, дворец в Каире, множество слонов, верблюдов, обезьян. Фредерик подарил свою лошадь вместе с золотой сбруей. Со временем их отношения переросли в крепкую мужскую дружбу, полную уважения и взаимопонимания. Однако политический вопрос оставался нерешенным. Ни тот, ни другой не могли поменять своих взглядов относительно Святой Земли, но ситуация требовала от них какого-либо решения.
Папа Римский становился все более нетерпелив. Он желал, чтобы Фредерик как можно скорее отправился в Иерусалим. Летом 1227 года войско, мобилизованное императором по всей Европе, собралось на юге Италии. Судьба крестоносцев была предопределена. По всей Европе были слышны призывы «Повеление Бога, повеление Бога». Погрузившись на 50 судах, крестоносцы отправились в путь из порта Бриндизи, традиционного места отплытия к Святой Земле. Начался 6-й крестовый поход. Но вскоре их энтузиазм стремительно упал. Не успели они отплыть, как корабли охватила эпидемия тифа. Сам Фредерик заболел, и флотилии пришлось повернуть назад. Узнав об этом, папа Григорий IX был взбешен. Он был убежден, что Фредерик просто решил избежать сражения. После несостоявшейся попытки убить его, 27 марта 1227 года Фредерик был отлучен от церкви под предлогом того, что он нарушил данную им клятву. Отлучение означало полный разрыв каких-либо отношений с христианским сообществом. Ему не только запрещалось посещать церковь и причащаться, но также посещать и принимать христиан, которым следовало прекратить отношения с отлученным человеком. Это была форма гражданской и религиозной смерти. Фредерик язвительно ответил на это, назвав папу «волком в обличье овцы». Между ними разгорелась настоящая война. Император решил воспротивиться решению Григория IX и, несмотря на запрет, наложенный папой, отправился в Палестину. Целью его было вернуть Иерусалим, но на этот раз уже мирным путем. Это довольно смелый поступок, потому что, будучи отлученным от церкви, он не мог возглавить крестовый поход. Это был исключительный случай, настоящий вызов верховенству папы. Вот что я имею в виду. По традиции, именно Папа Римский организовывал крестовые походы, и только от него зависело, кто будет возглавлять тот или иной поход. Они инициировались папами, являясь, по сути, папскими воинами. И вот находится император, который заявляет, что он не нуждается в разрешении папы, что он сам лично организовывает поход для ведения священной войны. Это был вызов власти папы. Мы начинаем понимать реальную причину отлучения Фредерика от церкви. Между ним и папой шла борьба за политическое влияние, которое и стало причиной конфликта. 7 сентября 1228 года Фредерик с горсткой рыцарей добрался до Сент-Жан-де-Арка, форпоста христиан в Палестине. Здесь крестоносцы выкопали сеть подземных тоннелей длиной в 600 метров. Ожидая долгую осаду, они хранили в ней еду и оружие. Иерусалимская экспедиция состояла из рыцарей-тамплиеров и рыцарей-госпитальеров, которые организовали здесь свой штаб. В этой комнате Фредерик решил претворить в жизнь свой великий план. Между ним и султаном Каира возобновилась переписка. Фредерик напомнил Аль-Камилю о его обещании вернуть Иерусалим. Он писал: «Дай мне Иерусалим. Это единственный шанс для меня вернуться на родину. На кону мое достоинство и честь в глазах христиан. Я не просил бы так много, не боясь потерять свой престиж перед франками». Аль-Камиль отвечал: «Я не намерен отдавать Иерусалим. Я должен соблюдать интересы мусульман. Ты просишь слишком многого, и моим людям это не понравится». Однако султан знал, что Фредерик находится в трудном положении. С одной стороны, он не забыл своего обещания Фредерику, дружбу с которым он желал сохранить. С другой, потеря Иерусалима могла привести к бунту в исламском мире и пошатнуть позиции самого султана. Он продолжал: «Обстоятельства изменились, но мое отношение к тебе осталось прежним». Фредерик со своей армией решил подойти к городу. Однако переговоры между двумя правителями не прекращались, и еще сохранялся шанс достичь мирного решения. 11 февраля 1229 года, после 5 месяцев переговоров, так ни разу и не встретившись, Фредерик II и Аль-Камиль заключили Яффское соглашение.
Все 9 пунктов договора пронизаны остротой обсуждений и в то же время характеризуют широту интеллекта и политической проницательности обоих лидеров. Согласно первому пункту, Аль-Камиль признает Фредерика правителем Иерусалима. Этим решением султан дал надежду Фредерику вернуть себе уважение в глазах Папы Римского. Во втором пункте было удовлетворено требование султана, указывающее на то, что Фредерик не будет претендовать на Храмовую гору, которая будет управляться согласно исламским законам. Таким образом, большая часть Иерусалима перешла к крестоносцам, в то время как святыни Храмовой горы остались под управлением мусульман. Спустя 130 лет с момента первого крестового похода мысль, что христиане и мусульмане могут совместно руководить городом, была поистине революционной для того времени. Один из пунктов соглашения гласил, что Фредерик не будет снабжать оружием и продовольствием врагов султана. В 8-м пункте указывалось, что если кто-нибудь из христиан решит нарушить этот договор, то Фредерик готов оказать поддержку султану. Это значило, что император выступит даже против папы, если тот не примет соглашение и организует новый поход. Дух соглашения заключался в 4-м пункте. Христианам разрешалось посещать Храмовую гору при условии, что будет проявлено уважение к святыне. Это стало уникальным шагом вперед. Соглашение сроком на 10 лет, которое в дальнейшем могло быть и продлено, перевернуло карту Средиземноморья с ног на голову. Ни разу не усомнившись друг в друге, оба правителя создали уникальный прецедент. Их дружба сыграла важнейшую роль в подписании соглашения, которое провело черту между религиозными и политическими вопросами, впервые дав возможность решать их независимо друг от друга. Папе был брошен вызов. В этом смысле решение Фредерика, как мне кажется, было правильным. Невозможно бесконечно отбирать друг у друга религиозные святыни. Нужно проявлять уважение к верованиям других. Фредерик сыграл важную роль в этом, показав, что вопросы, касающиеся, например, Храмовой горы, которые всегда вызывали всплеск эмоций среди верующих, могут иметь решения, способные удовлетворить все стороны и установить статус-кво, не затрагивая при этом вопросы независимости той или иной территории. Ведь религиозные святыни – это места, где люди поклоняются Богу, а не объекты политических споров, где решается, какой флаг будет развиваться в том или ином месте. 17 марта, через месяц после подписания соглашения, Фредерик в сопровождении помощников Аль-Камиля впервые вошел в Иерусалим. В своем письме к королю Англии Генри III он пишет: «Только чудо помогло нам достичь соглашения. Соглашения, которого не достигал ни один правитель, используя только военную силу, насколько бы велик он ни был. Сарацины относятся с большим уважением к Храмовой горе, прибыв сюда в большом количестве. Они привыкли поклоняться согласно своим традициям, и, следовательно, мы должны позволить им это». Фредерик лично посетил Храмовую гору. Из-за уважения к нему имам воздержался от призыва к молитве. Обратив на это внимание, правитель сказал: «О Кади, почему ты меняешь свои религиозные правила из-за меня? Ты не прав». И, следуя пожеланию Фредерика, Муэдзин тут же начал призыв к молитве. Произошел редкий случай в истории Иерусалима. В ответ на зов Муэдзина зазвенели колокола всех церквей. Возвратившись в Сицилию, император был публично отречен Григорием IX, который считал мирное соглашение с мусульманами сделкой с дьяволом.
Фредерик уже никогда не вернется на Святую Землю. В то время, как Фредерик искал утешения в своем замке в Палермо, Григорий IX создавал совет с целью лишить его трона. Для этого папа пытался заключить альянсы с христианскими королями, большинство из которых отказались. Мечта Фредерика и Малика аль-Камиля длилась всего 15 лет. Через 6 лет после смерти султана Каира его преемник отобрал у франков Иерусалим. Произошло это событие 23 августа 1244 года. Две последующих крестовых кампании не помогли христианам вернуть Святую Землю. 18 мая 1291 года пал Сен-Жан-де-Арк. Был положен конец присутствию Запада в Палестине. Март 2000 года. Папа Иоанн Павел II выразил сожаление христианского мира по поводу крестовых походов. Мы просим прощения за применение христианами насилия, за враждебное поведение к последователям других верований. Многие из христиан не следовали истинной цели. До конца своей жизни Фредерик жил с грустью в сердце, так и не сумев убедить людей быть более терпимыми к мусульманам. В этом письме, написанном на арабском языке, он признается, что чувствует скорее боль и досаду, чем одиночество. Что касается Малика аль-Камиля, то он подвергся нападкам со стороны мусульман за оставление христианам Иерусалима. Умер он в 1238 году в полном одиночестве, осознавая, что после его смерти в Иерусалиме никогда не будет восстановлен мир. Фредерик умер в 1250 году, через 12 лет после смерти своего друга. С его уходом исчезла одна из самых выдающихся личностей того времени. Он был похоронен в городе Палермо. На этой гравюре, сделанной спустя 2 века после его смерти, изображен саркофаг, в котором покоились останки Фредерика. На рукавах его плащаницы выгравирована арабская поэма: «О мой друг, великий, правдивейший, мудрейший завоеватель». Вплоть до своих последних дней оба правителя мечтали об универсальной империи. Помнит ли Иерусалим сегодня султана Малика аль-Камиля и христианского правителя Фредерика II, которые мечтали о примирении двух антагонистических миров? Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла иляха илляллах. Ашхаду ан ла иляха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах. Не забудьте подписаться на канал. Подписавшись на канал, вы не только приобретаете знания, но и являетесь распространителями ислама.